Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, хочу предложить вам сегодня такую тему гадания. Гадание на любимого человека. Давайте посмотрим, где он, с кем он, чем он занят и какое развитие ваших отношений будет в будущем. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своем любимом человеке, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Мой милый, дорогой, назовите его по имени. Где ты? С кем ты? Чем ты занят? И какое будущее будет у наших отношений? Как они будут развиваться? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на вашего мужчину. Где загаданный мужчина сейчас? С кем он? Чем он занят? И что же у вас происходит? Ваши отношения, чувства, эмоции, какое будущее вас ждет? Да, красота. Так, ну что, давайте по порядочку, да? Пойдем по порядочку. Для начала, где ваш мужчина сейчас? Мужчина сейчас либо отдыхает, либо у него какая-то сиеста, я уже не знаю. Он может быть на работе, но он сейчас отдыхает. Вот прям в этот момент, который вы просматриваете видео, либо он на работе и он на работе отдыхает, либо он дома и отдыхает дома. Мужчина сейчас лежит. Он лежит, он в лежачем положении. Он, не знаю, как-то вот даже как-то странно лежит, как-то вот то ли ногу на ногу положил, задрал, то ли полусидя, полулежа. Вот какое-то странное у него положение. Он как будто бы любит в таком положении находиться. Как-то вот он, даже понять не могу, как это, как домиком, что ли. Вот как-то вот он необычно вот он отдыхает, то ли у него спина больная, то ли у него что-то с коленками, то есть что-то вот у него происходит, да, и он так отдыхает. Вот, он в полудреме находится, да, вот. Такое состояние, что вот-вот засну. Вот так вот, мои девочки. То есть, кто рядом с ним? Рядом с ним никого нету, вот прям, чтобы рядом-рядом. Если на работе, понятно, где-то там коллеги ходят, да, либо там с кем он работает. А если дома, то либо его домашние. Но вообще вот в том помещении, где он находится, он как один совсем. Совсем один, и он такой расслабленный, да, вот он расслабленный, вот сейчас прям чуть-чуть еще, и я засну. Чем занимается он по жизни, да? Чем он занимается вот повседневным, до того, как он к отдыху пришел? Ну, работал, понимаете, он работал, он о чем-то там думал, где-то ходил, что-то там добивался, договаривался, ездил куда-то. То есть мужчина в полной мере работал, он действительно устал. То ли день такой пасмурный, то ли слишком много вот как-то на него накинулось. Вот активно он накануне поработал, теперь он реально отдыхает, потому что вот как будто бы сил у него не осталось, будто бы весь он потратился. И знаете, вот он думал о вас, он очень много думал о вас, мечтал, представлял. И здесь у него есть какая-то проблема. Вы должны знать, что есть какая-то женщина. Ну, только смотрите, девочки, не психуйте, не нервничайте. Вот я, может, неправильно как-то начала, но я буду говорить, как вижу. Есть какая-то женщина, которая к нему, ну, набивается, да, назовем это так. Она ему там оказывает знаки внимания, там подмигивает, там пытается всячески там к нему, ну, как прилипала, да, какое-то. Вот, он об этом думал. Он думал, что надо что-то с этим делать, что если вы узнаете, то у него будет куча неприятностей, а неприятности ему по жизни не нужны, особенно с вами. Вот, потому что на вас у него совершенно другие планы. Вот, эта женщина, но она хищница какая-то. Она хищница, у нее либо на А ее зовут, либо на Л ее зовут. Вот что-то такое. Либо, может, там инициалы, может, фамилия. Вот, что-то с такими буквами связано. Но она прям набивается. Она такая наглая, она такая противная, прям набивается. Она не молода. Вот по отношению к нему, либо такая, как он, либо постарше даже идет. Она... Ну,
ищет мужчину себе, да, который бы ее, кстати, обеспечивал. Тут не любовь ищет женщина, тут ищет именно обеспеченность. И вот эта женщина к нему пристает. Сначала он думал, что она шутит. Сначала вот ему казалось, что это какая-то игра, да, там как шутки, прибаутки. А потом понял, что она вот именно хочет с ним каких-то вот активных действий. Вот. И ему это очень сильно не понравилось. Потому что активные действия он хочет только, мои дорогие, с вами. С вами он себя чувствует счастливым, и к вам он тянется. Здесь, смотрите, вышел аист. Видите, аист. Мужчина думает и мечтает, как хорошо бы было, если бы она забеременела, да, например. У нас бы родился ребенок, малыш, мы бы стали семьей. Либо наоборот, он думает, как бы хорошо было бы, чтобы еще один ребенок родился, если вы уже в паре, в браке, чтобы был похож на мою любимую. Здесь однозначно либо о внуках думал, либо о детях. То есть мужчина думал о детях. Вот что-то ему так прям взбрело в голову, что вот хочу ребенка, как моя любимая. Вот что-то такое идет ему прям. То есть ему то ли снится, то ли он об этом думает. Сам себе удивляется и думает, вот как, да? Как это все ко мне в голову влезло. Но тем не менее. Так, еще смотрите. У мужчины много мыслей каких-то о поездке с вами, о подарке каком-то. Может, у вас какая-то годовщина, праздник, день рождения, не знаю, что-то он вам пообещал. То есть он думает о каком-то путешествии, куда он поедет вместе с вами. Либо поездка какая-то, может быть, на природу, либо в ресторан какой-то. Что-то он планирует, да, и он прям картинки себе в голове рисует, там считает, да, сколько мне там это будет стоить, что я могу еще сделать, как там я могу еще там приукрасить все. То есть мужчина в этом плане молодец. Он думает о романтике с вами. Так, еще момент. Что-то он обещал вам купить, либо сделать. У него пока это не получается, либо он забыл. И он очень сильно переживает, что вы из-за этого устроите ему, такую трепку, да, мозги прополоскаете, из-за этого переживает. И все время прям, значит, чуть ли не молится, да, хоть бы не вспомнила. Либо он думает, как бы мне так придумать, да, что-нибудь такое, чтобы она и не думала об этом. Да, вот так вот он думает. Так. Угу. Его планы я вам озвучила. Теперь мы будем говорить о вашем будущем ваших отношений. Честно скажу, и он, вы, вот оно, дерево ваше семейное вышло. Вы оба мечтаете об этом дереве, о любви, о счастье и об отношениях. Но вы, вот именно женщина, смотрите, вы в активной позиции, вы под деревом, да, стоите. А мужчина, он сидит, да. Почему? Потому что у него, во-первых, не хватает на это ни сил, ни эмоций, ни энергии. Во-вторых, он как бы, не знаю, то ли у него дома своего нету, то ли денег нету на этот дом. То есть у него какое-то есть представление, что семья должна начаться вот со своего жилья, со своего какого-то гнезда. И если даже вы в семье и в браке, то все равно он чувствует себя неловко, потому что, например, у вас нету, да, вот какого-то, вот у него какая-то идея есть про родовое гнездо, не знаю, родовой дом какой-то. И он думает, что вот я не могу обеспечить. Я вот как мужчина должен это дерево, да, и посадить, и вырастить. А моя женщина, она вообще должна вот такой быть легкой, танцевать, да, радоваться жизни и ни в чем не ждать подвоха от меня, да, и нужды ни в чем не знать. Вот, там, детьми заниматься, быть там яркой, красивой, там, не знаю, там вкусные борщи готовить, там пирожки печь, чем вы там его радуете и балуете. Вот, но у него не получается там денег заработать, либо там кредит взять, либо там кто-то что-то пообещал, но не выполнил. И он из-за этого очень сильно печалится. Если мужчина не делает вам предложение, знайте, что именно эта вещь его останавливает. Если вы уже в паре, в браке, что-то вот не идет, знаете, как с треском, да, как, знаете, вот одеваешь маленькую одежду, она трещит на вас, и у вас может брак так иногда потрескивать, потому что мужчина, не может там справиться, да, с тем, что пообещал, либо уже в себя веру потерял. Мои девочки, вот тут для вас совет идет, что вам нужно будет эту тему проработать и с ним как-то обсудить. То есть, может быть, как-то вместе найти выход, как-то поговорить, что, в принципе, да, дом важен, семья важна, там, квартира, уют важен, но также важно сохранить хорошие человеческие отношения, не закрываться друг от друга, а пытаться вместе решать проблемы. Потому что мужчина, вот он, понимаете, вы как будто в разных положениях, да, в разных положениях в семье.
За вами, да, понятно, тут у вас дети, у вас, кстати, может быть семья очень хорошая, там мама, сестры, вот прям, знаете, вот как костяк такой сильный, есть на кого опереться, род у вас такой, знаете, мощный. Даже вот в плане энергетическом вы можете сказать, да я одна сейчас, да, но вот у вас очень сильная связь с вашим родом, род необычный. А у мужчины как будто бы у него там, ну, не знаю, какой-то клоун за спиной пляшет с шашкой наголо, да, какой-то казак лихой, да, который, в принципе, там, кроме как шашкой махать, ничего и не научился. Ему-то даже и опереться как будто бы не на кого, он как будто бы одиночка. И даже если есть у него семья, то они ему как бы не сильно помогают, наоборот, с него могут там тянуть, да, могут деньги брать, а могут и время его отбирать, что угодно могут делать. То есть семья у него так себе. Мне не нравится. Мне не нравятся те люди, которые за ним стоят. Они его вообще не поддержат. Наоборот, видите, как шашку он занес над головой, да, в любой момент может махнуть. Вот это не нравится. У мужчины, конечно же, в перспективах, в планах, это то, чтобы все было хорошо. Как говорится, дом построить, дерево посадить, да, и сына родить. Но как-то не получается сейчас. Время сложное, время непонятное, плюс как-то все навалилось, накрутилось, и он вообще подустал. Да, может, там пандемия тоже виновата. Как будто бы, ну, немножечко позакрылся мужчина, он выхода пока не видит. Что касается перспективы, то, честно, я вижу, что здесь люди в семье. Да, понимаете, здесь семья, здесь вот между вами есть ребенок. Ребенок, опять же таки, да, это либо ребенок в прямом смысле слова, вы родите себе деток, либо это ну, ваше общее будущее, ваше новое начинание, вот как семьи. Понимаете, что-то между вами вот происходит. У вас в будущем еще очень много страничек, да, в вашей книге жизни, которые вам предстоит еще прочитать, написать. Так что, мои дорогие, этот человек еще надолго задержится в вашей жизни, и уже дальше вы будете выстраивать свои отношения. Перспективы неплохие. Но, еще раз говорю, здесь вот именно идет неравенство. Видите, какой дисбаланс? Вот он мужчина, а вот она вы. То есть ваша семья, вот какая, род ваш классный, да, вот прям все вместе, все вот друг друга, видите, как крепко друг за другом, все друг за друга держатся. А у него наоборот, видите, над ним шашка висит. Да, в любой момент сабля это и рубанут, и все, и до свидос будет. Поэтому, мои дорогие, тут нужно разговаривать, здесь нужно работать. Над этими отношениями нужно работать. Ваше общее дерево, оно маленькое, видите? Оно совсем маленькое еще. Даже если вы там, не знаю, 20 лет в браке, все равно вот как-то не растет оно, да? Как вот эти вот, знаете, вот японские эти деревья, да, бонсай, как они там называются. Вот как будто бы искусственно его, ну так, обрезают, да, что оно вырасти не может. И ваша вот ситуация, она такая искусственно созданная. Кем созданная? Ну, мужчиной созданная, вами созданная. То есть он не может, а вы злитесь. Да? То есть как бы так получается. Но то, что и точно я между вами вижу, так это любовь. Вот что бы вы ни говорили, что бы вы ни писали, любовь есть. Любовь есть, чувство есть, эмоция есть. Да, не всегда вы можете об этом всем рассказать, друг другу показать, но тем не менее. Что вас держит вместе, вот вы можете сказать, да нет, нас держат вместе дети, нас кого-то, может, долги вместе держат. Неправда, девочки, держит вас вместе ваша любовь и ваши отношения. Сердцу не прикажешь, своей сути не прикажешь, да, душе не прикажешь. Вы друг друга чувствуете, вы друг другу нужны, и вы друг за другом стеной на самом-то деле. Так что не думайте, не сомневайтесь, другая женщина, она не страшна вам, он сам решит, он ее, знаете, как он ее грубо пошлет, скажет, что у меня есть, а ты ко мне не лезь. Вот. Что касается вас, ну, работайте над отношениями, общайтесь с мужчиной. Не носом его тыкайте в какие-то его огрехи, а пытайтесь именно общаться, на доверительную основу выходите. Потому что, чтобы между вами, вот любовь есть, чувство есть, а вот доверия как-то не хватает, мои дорогие. По крайней мере, вот именно сейчас я вот именно в этом песке это считала. Так, мои дорогие, на этом все. Гадание мое закончено. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.